Турдакун Усубалиев – лидер особой эпохи. В Кыргызстане отмечают 100-летний юбилей видного политического деятеля. Скончался еще один конвоир. За последние 3 дня это уже 2-я смерть в системе ГСИН. Небезопасная профессия таксиста. По факту разбойного нападения задержаны 2, один из них уже был судим. Сам пошел вон. Флешмоб в ответ на оскорбление. От депутата Джугурку Кенеша Азиза Турсунбаева требуют сдать мандат. И теперь об этих и других событиях более подробно. В эфире НТС «Новости», в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Скончался еще один военнослужащий ГСИН, младший сержант Департамента охраны и конвоирования. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН. По их информации, ему стало плохо после вечерней проверки. Ему вызвали скорую помощь, но спасти военнослужащего не удалось, он скончался. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Военно-правоохранительными органами начато расследование. Допросили всех присутствующих, которые находились рядом со младшим сержантом, отметили в ГСИН. Сообщается, что призывник 2000 года рождения является уроженцем Кадамджайского района. В мае этого года он принял присягу, являлся командиром отделения учебного батальона. Отметим, это уже 2-я смерть военнослужащего системы ГСИН за последние 3 дня. Ранее скончался рядовой 4-го батальона, служивший в исправительной колонии номер 3. Вначале сообщалось, что солдат получил поражение электрическим током. Позже в ГСИН отметили, что по предварительной версии причиной смерти могло стать сердечное заболевание. Подозреваемые в разбойном нападении на водителя такси водворены в СИЗО-1. Молодых парней взяли под стражу на 2 месяца. Такое решение принял Аламудунский районный суд Чуйской области. Напомним, задержанные под видом пассажиров попросили водителя такси подвезти их до новостройки Калы-Сордо. Но вместо того, чтобы оплатить проезд, наоборот, отобрали у водителя деньги. Причем угрожая ножом, связав его скотчем. 7000 сомов и мобильный телефон. С таким, так сказать, богатым уловом они сбежали на его же машине. Но далеко уехать не успели, их взяли по горячим следам. Благодаря пострадавшему водителю, который смог, несмотря на полученные раны, добраться до милиции. О деталях произошедшего расскажет Кубат Кубанычбек Улу. 28 октября 2 неизвестных вызвали машину. 27-летний таксист взял пассажиров, которые попросили его довезти до новостройки Калы-Сордо. Доехав до места, пассажиры напали на парня. Угрожая ножом, они забрали у него 7000 сомов и мобильный телефон. Далее, завязав руки, рот скотчем, выбросили у камышей. Из камышей на дорогу пострадавший выкарабкался сам. На попутном такси он добрался до центра и только тогда обратился в службу 102. Спустя полчаса в милиции приступили к поиску подозреваемых по установленному в машине GPS. Авто обнаружили в селе Озерное, но без них, а самих подозреваемых милиционеры обнаружили уже у болота. Спустя некоторое время милиция задержала подозреваемых. Ими оказались 1997 года рождения уроженец Нарынской области и 1998 года рождения уроженец Джалабада. Я лично туда выехал с таксистами. И на дороге мы обнаружили этих преступников. Когда они нас увидели, они сразу бежали. И я за ними, вначале с таксистами за ними погонялись, потом они в болото зашли. Потом как было, в болото зашли, и в это время таксисты, они не захотели со мной до конца ехать, потому что они побоялись, что у них нож был, оружие, там якобы пистолет был. И потом я за ними побежал и задержал их в камышах. Как оказалось, на такой шаг задержанные пошли из-за денег. Им срочно нужно было возвращать долг. Теперь мужчинам предстоит еще и ответить за содеянное по закону. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой». Задержанные водворены в СИЗО-1. Началось следствие. Кубат Кубанычбек Улу, Самат Дулетакунов, НТС.
Период, когда страной руководил Турдакун Усубалиев, является золотой эпохой. Об этом сегодня сообщил президент Сооронбай Джинбеков на торжественном мероприятии, посвященном столетию государственного и общественного деятеля. Мероприятие прошло в Кыргызской национальной филармонии. Сооронбай Джинбеков отметил, что тогда, с 1961 по 1985 год, в стране начали развиваться промышленность, сельское хозяйство, построены гидроэлектростанции, заводы, фабрики и аэропорты. Практически во всех сферах было отмечено чудо развития. Большая работа сделана была и в столице, ведь не зря его называют ее великим архитектором. Подробнее расскажет Елена Яковлева. Человека, в чью честь по всей стране в эти дни проходили памятные мероприятия, знают многие. Большой человек прошел большой жизненный путь. Достойно все свои 96 лет. И сегодня Кыргызстан отмечает его 100-летний юбилей. Торжественный праздник Национальной филармонии, возведенный в 1980 году с подачи первого секретаря ЦК Компартии Киргизии Турдакуна Усубалиева, сегодня едва не заставил прослезиться приглашенных. Большинство гостей – это люди советского времени, которые в разные годы в разных сферах работали под руководством знаменитого лидера Кыргызской ССР. На этих кадрах Турдакун Усубалиев, стоявший бессменно у руля республики без малого четверть века, словно оглядывается в прошлое, без которого будущее современного Кыргызстана было бы иным. И вот замелькали воспоминания, важнейшие вехи в период его руководства страной. Это проекты века, которые благодаря Турдакуну Усубалиеву превратили Советскую Республику из аграрной в аграрно-индустриальную. Кроме заводов и фабрик, в сфере легкой сельскохозяйственной промышленности, машиностроение и недродобыча, энергетика стала главным его делом. Сумев отговорить кремлевское начальство от идеи возводить на районе крупную ТЭЦ, он сделал ставку на более экологичную гидроэнергетику. И в своей манере говорить аргументированно и стратегично его предложение было одобрено. Так случилось строительство крупнейших в Центральной Азии ГЭС – Токтагульской, Ташкумырской, Шамалдысайской, Учкургонской и Крупсайской. Именно ее строительство шло при особенном участии Турдакуна Усубалиева, и она заслуженно теперь будет носить его имя. Период с 1961 по 1985 годы ознаменовался расцветом республики. Это бум по созданию рабочих мест на производстве. Товары, сошедшие с конвейеров фрунзенских заводов, экспортировались в 53 страны мира. Многие решения удаленных московских руководителей в отношении Киргизии благодаря своему патриотизму и мудрости Усубалиев смог предотвратить. Именно при нем, наконец, было запрещено выращивать коноплю и опиумный мак в Иссык-Кульской области. Все то, что создано сегодня в республике, это его вклад, это его путь, это его дело. Электростанции, которые были построены, целый каскад Нижненарынского каскада электростанции. Более того, он оставил много напутствий продолжить энергетическую безопасность нашей страны. А это значит, надо строить Кукумерен, а это значит, надо сарджарские станции строить, а это значит, надо малые ГЭСы строить. В своей столице кыргызстанцы также обязаны Турдакуну Усубалиеву, похожей на большую деревню Фрунзе. Именно при нем приобрел свой уникальный облик. Его называли главным архитектором столицы, а другие говорили «дорогой наш прораб». Одно за другим возводились монументальные строения Кыргызского и русского драмтеатра, филармонии, дворца спорта, цирка, центральной библиотеки, музеев исторического и изобразительного, Белого дома и всего комплекса строений площади Алато. Все эти сооружения были грамотно выдержаны в едином стиле, облаченные в белый мрамор. А это Турдакун Усубалиев перерезает ленточку на открытии аэропорта Манас. Период с 1961 года по 1985 год, когда страна находилась под руководством Турдакуна Усубалиева, стал золотой эпохой в развитии страны, которая вписана в нашу историю золотыми буквами. Уверен, что историческое значение этих лет, труд народа, сотворившего эту историю, высокие лидерские качества Усубалиева обеспечили прогресс и развитие в стране. Практически во всех сферах – в сельском хозяйстве, в промышленности, в энергетике, в здравоохранении, в науке и образовании, в культуре и других было отмечено чудо развития. Завершилось строительство дороги Ош-Фрунзе, имеющие ключевое значение для территориальной целостности республики. Были построены автодороги Джамбул, Таласу-Самар, Ош-Сарыташ-Карамых. Глава государства подчеркнул, что имел честь работать с Турдакуном Усубалиевым в парламенте. Это было необыкновенной возможностью перенимать опыт. По словам президента, Усубалиев был во все времена дальновидным политиком, который анализировал и представлял свою позицию на основании доводов.
Турдакун Усубалиев был государственным, партийным деятелем не только республиканского, но и общесоюзного масштаба. 12 лет проработал в Москве, побывал практически во всех республиках Советского Союза. Хорошо знал жизнь, экономику, культуру других союзных республик. Это позволило ему приобрести глубокие знания, широкий взгляд на вещи и события, приобрести богатый политический опыт. Мне также довелось бок о бок поработать с ним в парламенте страны, будучи депутатом Джогорху Кенеша. На какой бы должности ни находился Турдакун Усубалиев, будь он руководителем государства или депутатом парламента, всегда твердо стоял на своей позиции, свято чтил свой долг перед народом и страной, всегда жил не ради себя, а ради своего народа. Он действительно был живой легендой, ходячим архивом с феноменальной памятью, благодаря которой он знал в лицо и помнил каждого кадра в регионах страны. Таким его описывают и его близкие. Сестра Турдакуна Усубалиева, Сайра, вспоминая своего брата, отмечает: он верно служил своему народу и никогда не забывал о своих родственников. У него была только одна цель – превратить Кыргызстан в цветущую и развитую страну. Он был человеком, который думал о народе, чтобы после него осталась добрая память. И вот сегодня мы вспоминаем все его добрые дела. Он достиг того, к чему стремился. В семье нас было 10, и мы были дружные. Наши родители всегда говорили нам: будьте простыми и трудолюбивыми, думайте о людях. Кроме осязаемого наследия, Турдакун Усубалиев оставил после себя много трудов, написанных им самим. О годах своей работы, о терниях, которые ему пришлось пройти, будучи на посту секретаря ЦК Компартии. Все эти манускрипты находятся в одноименном фонде, руководителем которого сейчас является его внук. Турдакун Усубалиев был человеком, поддерживавшим идеологию страны Советов. Видел в этом пути возможности развития своей родины, пусть и небольшой горной страны. Всегда ратовал за каждый ее кусочек. А сегодня находятся, оказывается, и те, кто хочет перевернуть многие исторические факты. Мы приняли решение, что необходимо защищать, сохранять то наследие, которое он оставил, в том числе и книги. Поэтому вот уже на протяжении 5 лет мы проводим такую постоянную работу в научной среде для того, чтобы публиковать его материалы и стоять на страже того, чтобы не было каких-то искажений. Сейчас такое время, когда социальные сети оказывают большое влияние. И, к сожалению, когда в социальных сетях пишут о том, что проводятся такие-то мероприятия, находятся люди, которые пытаются исторические события трактовать совершенно неверно. Но из-за того, что подобные слухи и прочее имеют место, и то, что социальные сети часто их перехватывают, фонд для этого и создан, для того, чтобы показывать правильную, объективную сторону. Увековечить память предка, говорит Исен, их семья не против. Почему они отказывались от предложения называть улицы в честь Усубалиева? Так по 2 причинам. Во-первых, сам Турдакун Усубалиев был против переименования улиц, а во-вторых, фигура его гораздо масштабнее, чем просто название для улицы. Елена Яковлева, Владимир Кулбалдиев, НТС. В России задержан мужчина, который подозревается в подготовке теракта. Как накануне сообщили в Следственном комитете, он может быть выходцем из Кыргызстана. По их данным, в сентябре текущего года мужчина 89-го года рождения приехал в Москву с целью совершения террористического акта. На протяжении месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения теракта. Российские СМИ сообщают, что гражданин Кыргызстана в ходе допроса признал свою вину. Он заключен под стражу до 1 января 2020 года. Озвучены также его данные. Некий Талант Онуров. По версии следствия, он готовил теракт в московском метро. Его ранее подозревали в попытке самостоятельно изготовить взрывное устройство для совершения теракта. В Иркутской области на 10 лет лишения свободы за убийство своего начальника приговорен 28-летний уроженец Кыргызстана. Решение суд вынес накануне. Сообщается, что убийство произошло в ночь с 27 на 28 октября. Кыргызстанец проник на территорию ОАО «Трейд-Экспорт», расположенного на промышленной площадке Усть-Илимска, и нанес своему бывшему начальнику несколько ударов металлической трубой по голове. От полученных травм 24-летний мужчина скончался на месте. После обвиняемый скрылся, а через несколько дней и вовсе покинул Иркутскую область. Объявленного в розыск мужчину задержали в аэропорту Новосибирска. Следователи при осмотре места преступления обнаружили за территорией предприятия маску и металлическую трубу со следами крови. Изъяты видеозаписи с камер наблюдения, магазина, где были приобретены маска и перчатки, и предприятия, где все и произошло. На записи видно, как в ночное время на территорию заходит мужчина, а через некоторое время убегает.
Сам пошел вон. Флешмоб с таким призывом запущен в кыргызском сегменте социальных сетей. Касается он депутата Джугурку-Кенеша от фракции «Кыргызстан» Азиза Турсунбаева. Накануне во время съемок репортажа журналисты издания «Клоп» попытались получить комментарии у парламентария по поводу земельного участка в парке Ататюрк. Вместо внятного ответа на поставленный вопрос законодатель прогнал репортеров со словами «иди отсюда», чем и вызвал недовольство пользователей интернета и СМИ. Напомним, это уже не первый подобный флешмоб. Одна из таких акций даже привела к отставке губернатора Чуйской области Туйгуналы Абдраимова. Тему продолжит Игорь Потанин. Вы же получили землю в парке незаконно. Что вы можете сказать по этому? Иди отсюда. Так депутат Азиз Турсунбаев отреагировал на попытку журналистки Айзереки Маналиевой получить комментарии по поводу участка земли в парке Ататюрк. Одним из собственников, по данным редакции «Клоп», был этот депутат парламента. Однако законодатель, видимо, не захотел распространяться на этот счет и всеми силами пытался избежать встречи с репортерами. Турсунбаев, он до этого еще не раз отказывался давать комментарии. Мы все-таки решили его дождаться. Мы ждали его... Получается, у двери его офиса вышел его помощник, сказал, что он на заседании, но он был в кабинете. И после этого сказал, что он в кабинете, и сказал, что Турсунбаев на самом деле передал земли государству, но на самом деле у нас были документы, по которым он продал землю. И мы его подождали, Турсунбаев подошел к двери, и за дверью был слышен шепот о том, что «Вы что, их не прогнали?» Ну, что-то вроде того. И он вышел и просто начал идти, и я ему говорила: пожалуйста, дайте комментарий. Он сказал: я не дам комментарий, иди вон отсюда. Ну, как-то так. Высказывание депутата вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи запустили флешмоб с хэштегом «Сам пошел вон». Они призывают парламентария сдать мандат. Мы попытались получить комментарии самого народного избранника. Получить комментарий самого Азиза Турсунбаева сегодня не получилось. На рабочем месте его не оказалось. К слову, созвониться с ним тоже не получается, телефон отключен. Депутаты сейчас находятся в регионах для встреч с избирателями. Нашим коллегам из информационного агентства 24KG удалось получить ответ парламентария. Законодатель уверяет, что не планировал грубить журналистке и даже готов перед ней извиниться. Она мне в сестренке годится. Я не мог ее грубо послать. Дело было так. Она меня ожидала в приемной. Я куда-то уходил, выходил, ко мне приходили. Когда я вышел, она подошла ко мне, не поздоровалась, не представилась, спросила про этот участок. Я ей сказал: ой, подождите потом, и ушел. Если это прозвучало грубо или я там допустил какое-то обидное слово, то приношу свои извинения. Готов извиниться и отдельно перед ней. Однако прошло уже почти 2 дня, но никто из помощников депутата, да и сам парламентарий с Азерекой Маналиевой так и не связался. Журналистка говорит, что особо не надеется на покаяние депутата, потому что его поведение ее, в общем-то, и не обидело. Это, что называется, издержки профессии. Журналистам часто приходится иметь дело с грубиянами. Одним из самых известных скандалов на этот счет стал конфликт журналистки издательства «Акипресс» и теперь уже бывшего губернатора Чуйской области. В июне, во время конфликта в селе Урок, в ответ на просьбу дать комментарии, чиновник нелестно отозвался о внешности журналистки. Первый. Почему? Лицо. Ваше лицо мне не нравится. Да, и только из-за Очень этого? неприятное лицо ваше, да. Вам только лицо не нравится? Да. Флешмоб, который был запущен в сетях, привел в конечном итоге к отставке чиновника. Еще одна акция была организована журналистами после того, как люди Адахана Мадумарова вытолкали репортеров с пресс-конференции «Политика». Это очень хорошая тенденция, когда гражданское общество поддерживает журналистов. Это показывает, что журналистская деятельность имеет какую-либо значимость для общества в целом. И это во многом также мотивирует журналистов продолжать свою работу и требовать от тех же самых чиновников большей отчетности и более прозрачной работы. Заставить депутата Турсунбаева сдать мандат, как в случае с Туйгуналой Абдраимовым, вряд ли удастся, говорят журналисты. Да это в принципе и не нужно. Впереди парламентские выборы, и любое действие законодателей сейчас может негативно отразиться на их репутации. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС. Ребенок, страдающий детским церебральным параличом, 3 часа провел на руках отца, пока врачи отказывались от приема. Инцидент произошел в Центре семейной медицины номер 10. Мужчина обратился к медикам за обычным документом. Хотели продлить справку об инвалидности. Однако сотрудники поликлиники не стали его даже слушать, сославшись на то, что по указанному адресу семья не проживает. И на приеме в этом ЦСМ они 3 года как ни разу не были. В ситуации разбиралась Сабина Дамаскина. Вы прокомментируйте историю просто. Почему вы не можете спать? Я не виновата в этом, понимаете?
Девушка, я спешу. А что вот вчера вот Обратился мужчина, у которого ребенок был болен ДЦП. Почему его не приняли в течение 3 часов? Все, я поехала, уже там невозможно, уже вызывают. Оставьте покой меня, пожалуйста. Эту женщину зовут Гулькаир Байгазиева, руководитель группы семейных врачей Центра семейной медицины номер 10, доктор с многолетним стажем работы. Торопится на совещание в городское управление здравоохранения. Срочно вызвали и ее, и медсестру, и начальство. Повод отнюдь не радостный. Предстоит объяснять и то видео, которое со вчерашнего дня гуляет на просторах интернета, и обстоятельства, при которых все было снято. Нас отказывается принимать. Вот. Мотивируя это тем, что якобы мы живем в другом месте, а мы проживаем по данному адресу, Вам выдают в этом районе, и у нас здесь находятся все справки, КИФ. Но они боятся, потому что боятся, что ребенок умрет и потом попадет, да, так скажем. И нас отсюда любым образом пытаются изжить, да? На руках мужчины 3-летний сын, один из двойни. Первый ребенок умер сразу после родов. Этот малыш выжил, но страдает ДЦП. В своем возрасте не может самостоятельно держать голову, стоять, ходить и говорить. В таком положении на руках у отца ребенок провел несколько часов, ожидая, пока взрослые в белых халатах все-таки решат обратить на него внимание. Врачи вообще не уходили, не хотели с ним вообще никак не разговаривали, ничего. Куда-то там ходили, выбегали. Они ждали тут его очень долго, насколько я знаю, и все, больше ничего. Отец прям вообще, он никакой был. Единственное, чего просил отец больного ребенка у медиков, продлить справку о наличии степени инвалидности. К слову, это обязательная процедура, которую все люди с ограниченными возможностями здоровья вынуждены проходить 1 раз в год. Вдруг что изменилось? Вернулся слух, зрение или колясочник, например, внезапно встал и пошел. Так и мужчина, что на видео, пришел показать врачам больного сына, чтобы те убедились, что тот действительно все еще ограничен в здоровье и уже имеющуюся справку надо бы продлить. Вот только ни состояние мальчика, ни уверение отца о том, что именно в этой поликлинике все их документы и вообще по прописке они значатся пациентами этого учреждения, медиков не убедили. Давать справки и посылать нас в другую больницу. Но они прописаны именно в этом районе. Да, и с самого рождения мы в этом районе, в этой больнице состоим, и все мои дети здесь состоят. А у меня 5 детей. Вообще-то, где живет, оттуда надо взять справку от квартального и подойти своему территориальному поликлинику, и надо приписаться и наблюдаться там. Они жили в другом месте, в другом районе. Эту поликлинику, 10-ю поликлинику, которую давали адрес, по данному адресу они не жили и не обратились ни разу. Несколько раз медсотрудники ходили, выяснили, сказали, что они там не живут. Приписаться – это вовсе не неправильно произнесенное медиком слово, как может показаться, а еще одна обязательная бюрократическая процедура. Когда человека по его собственному желанию, вне зависимости от фактического места проживания, закрепляют за любой поликлиникой, в которой он хочет обслуживаться. За ним остаются все положенные льготы, услуги и страховка. 3-годовалый малыш, которому отказали в справке, был именно таким, утверждает Айнура Абдалдаева, приписанным к ЦСМ номер 10. А значит, просить справки в этом месте он не мог. Видимо, точно так же, как и рассчитывать на внимание медсестры, которая в этот момент была увлечена чем-то более важным. И, конечно, здесь была ошибка нашего врача. Надо было выяснять, где ребенок проживает, выяснять вообще, где он, встал ли этот ребенок на учет. Сейчас мы даже по этому ребенку не знаем, он привит или не привит. Здесь полное упущение идет. И руководителя ГСВ, врач очень халатно к своей работе отнеслась. И имеет место отсутствие контроля со стороны руководства. Мало того, что этот ребенок был выпущен из поля зрения, да, вообще. Вчера, когда папа пришел с этим ребенком, действительно была проявлена грубость со стороны медсестры. Вот, поэтому будут приняты меры сейчас. Врачу, медсестре, руководителю ГСВ будет объявлен выговор. Главному врачу будет объявлено замечание. Это первое его дисциплинарное взыскание. Сегодня в управлении здравоохранения обещают взять ситуацию под контроль. Отца ребенка разыскать, выяснить действительный адрес и все же помочь собрать все необходимые документы. Сабина Дамаскина, Турган Ниязов, НТС.
В Бишкеке девушка выбросилась с крыльца пожарной лестницы на 11-м этаже. Видео момента, когда девушка еще стояла на лестнице, распространилось в соцсетях. Она госпитализирована в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии в тяжелом состоянии. После предварительного осмотра у нее выявлен перелом костей левого предплечья, левой голени, ушиб головного мозга. Инцидент произошел сегодня, ближе к часу дня, на пересечении улиц Киевская и Тыныстанова, на одном из строящихся объектов. В милиции сообщили, что она выжила, поскольку упала на строительный пенопласт. По предварительным данным, девушка является переводчицей китайского языка. Что сподвигло ее пойти на такой шаг, пока неизвестно. Работники скорой помощи распространили в соцсетях видео, снятое накануне. Как видно на кадрах, карету скорой помощи, кстати, направлявшуюся со спецсигналами, долгое время не пропускала машина. Как сообщили медики, они ехали по улице Тоголо-Камалдо на вызов. Водитель машины не уступала им дорогу. А на улице Баилинова вместе с каретой скорой помощи проехала на красный свет светофора. 10 стильных скамеек в Ореховой роще за 50 тысяч лайков. Житель Бишкека Айбек Сатыбалдиев запустил проект «Краудлайкин». Это популярная схема, где при помощи простого лайка пользователи социальной сети Instagram подтверждают, что увидели рекламный пост. А автор выполняет обещанное. Оригинальную идею таким образом обустраивать город Айбек Сатыбалдиев придумал сам и уже осуществил несколько идей. Так, за 2000 лайков установил освещение на детской площадке по улице Аул, а за 2500 лайков залил бетонный пандус на столичной остановке. Впереди у молодого человека задача помочь семье починить кровлю. О том, как на добрые дела могут влиять и виртуальное одобрение граждан, расскажет Болот Исаев. Облагородить территорию или помочь нуждающимся, заплатив за это лайком в Инстаграм. Акция «Бишкекчанина», запущенная в социальной сети, набирает все больше популярность. Его очередной проект – установить 10 скамеек в Ореховой роще 6-го микрорайона. Горожанам это обойдется в 50 тысяч лайков. Это уже третий по счету, но уже более масштабный проект 31-летнего жителя Бишкека Айбека Сатыбалдиева, запущенный летом этого года в поддержку родного города. Так, за обычные лайки он уже установил освещение на одной из детских площадок и соорудил пандус для лиц с ограниченными возможностями здоровья на одной из остановок. Фотоотчеты о проделанной работе он выставляет на своей странице в Инстаграм. Сейчас у Айбека чуть больше 6 тысяч подписчиков. Идея установить скамейки собрала 28 тысяч лайков. Но из-за близкого наступления холодов спонсор, которого он нашел для их изготовления, не стал ждать и уже выделил активисту средства. Закупив на них необходимые материалы, скамейки Айбек, работающий на производстве, изготовил сам. Деньги тяжело находить. Никто не дает. Если это благотворительная какая-то акция, это разовое мероприятие. Коммерческие структуры постоянно благотворительностью заниматься не могут, потому что они должны зарабатывать деньги. А где искать эти деньги? Да? И есть понятие рекламный бюджет компании. Можно из рекламного бюджета компании по чуть-чуть себе отщипывать кусочки и на эти деньги делать что-то. В Кыргызстане около 1,5 миллиона пользователей. Если взять фантастику и миллион, например, да, это бюджет определенной благотворительной организации уже, которые ежемесячно, систематически будут творить добрые дела. Идея подобного проекта впервые Айбеку пришла в голову еще 10 лет назад. Тогда при спонсорской помощи одной неправительственной организации он смог отремонтировать заброшенный дубовый парк. На этот раз он обратился в столичный муниципалитет. Там ему были рады. Количество лайков является показателем для спонсоров, что это очень рабочий, активный аккаунт, активный профиль, который как раз обсуждает городские темы. Вот и все. Это очень прекрасное начинание. Таких мероприятий у нас много, в том числе мы стали как раз благодаря этим лайкам, мы разработали экономическую модель, помогли со схемой. По такой же схеме установлены контейнеры для сбора пластиковых бутылок большие. Именно соцсети помогли нам поддержать наш проект «Зеленый челлендж». В парке Ынтымак все крупномеры тоже посажены горожанами. В плане обустройства города у Айбека уже расписан график работы на несколько месяцев. Теперь он планирует помочь многодетной одинокой матери починить кровлю, а после построить детские площадки у рынка Баят и в микрорайоне Джал. Последние попросили сделать сами жители. Для каждой из этих целей ему необходимо собрать около 20 тысяч лайков. Болот Исаев, Ирлан Кемельбеков, НТС. И на этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире.